сейчас попрошу сюда, на эту сцену, значит, нашего гостя, да, сегодня, Светлану Дзентимировну Адерхаеву. Как так получилось? Вот селение Северной Осетии, потом Вагановское училище, прима, балерина, Большого театра, а сегодня балетмейстер-репетитор. Ведь это же сказка, правильно? И вот давайте попросим коротко, потому что нашей Светлане есть что рассказать. Я помню, пришла соседка и маме моей говорит: слушай, Таиса, у тебя Света вот все время пляшет, танцует, а дай, говорит, ее учиться. Вот приехали там педагоги из Ленинграда, набирают в городе, значит, детишек. Мама говорит: ну ты что, она у меня одна, тогда я у нее еще только одна была. И не-не-не, ни в коем случае. Но я услышала, значит, уши на макушке, услышала, говорю: мама, давай поедем в город. Я так хочу танцевать, я так хочу. Ну, видно, я так пристала к ней, ну, и она меня, естественно, отвезла в город. Это был август месяц, но уже набор закончился. Приехали из Ленинграда два педагога, Варвара Павловна Мэй и Анна Петровна Бажаева. А мне тогда было 8. А, как вы знаете, принимают в 4 класс, после 3-го в 4 класс. По возрасту не подхожу, русский язык не знаю. Ну что ж делать? Ну, не знаю, Варвара Павловна, видно, ну что-то такое, видно, я не знаю, увидела во мне, что ли. Ну, в общем, я еду в Ленинград. Ну, конечно, первый год было очень тяжело, незнание языка. Ну, так как я была такой девочкой очень старательной, в общем, довольно быстро русский язык выучила, и потом мне как-то было все-таки полегче. Первые 4 года я училась у Варвары Павловны Мэй, а остальные 5 лет я училась у выдающегося тоже педагога Елены Васильевны Шерипиной, которая вырастила таких знаменитых балерин, как Наташа Макарова, Татьяна Терехова, Таня Легат, Малика Сабирова, если кто помнит эту фамилию. Да. Вот. Ну вот, меня тоже. И что после школы? Мы должны были, естественно, всей группой вернуться в республику. Ну, до этого времени не успели построить оперный театр. А в это время в Челябинске открывался театр, оперный театр имени Глинки. И весь наш выпуск в Челябинск направили. Там я проработала 3 года. Меня взяли сразу на ведущее положение. Я «Лебединое озеро» станцевала, мне вот 17 лет было. Вот все-таки это о чем-то говорит, да? Ну, может быть, там еще не все было там хорошо, но во всяком случае это вот мое начало. Помните, в советское время, Помним. С нами все проходили. Вы, естественно, знаете, что тогда были декады республик в Москве. И вот это август 60-го года, декада осетинского искусства и литературы. И республика нас собрала, уже тогда все по разным театрам работали, я уже тоже в Одессу переехала, там год так, 1,5 поработала, и нас республика собрала. И главным балетмейстером декады был Сергей Гаврилович Корень. И вот один раз мы на репетиции в зале Чайковского, и Сергей Гаврилович мне говорит: ты знаешь, сегодня придет тебя посмотреть Галя. Потом добавляет: Галя Уланова. Я вообще обалдела, думаю, боже. Ну, в общем, короче говоря, дебют состоялся, и я танцевала. И после вот моего дебюта Произошло, да? Главное Леонид Михайлович Лавровский тогда был худруком Большого театра. Он сделал предложение, да? Да, и он меня, значит, пригласил в труппу Большого театра.
переходим так к основному, как бы, мне кажется, наиболее глубокому и серьезному этапу твоего творчества и вообще, так сказать, встреча с таким великим хореографом нашего времени Юрием Григоровичем. И хотел бы, чтобы ты сказала о том, вот что для тебя значила и встреча вот с его спектаклями и с ним. «Каменный цветок» — это первый был, да? Да, это первый, работа, да. В таком спектакле его. Да, я помню, мой супруг Алексей Закалинский, к сожалению, так судьба распорядилась, его уже нет в живых, он был Данила. И Юрий Николаевич мне говорит, ну вот я хочу попробовать, чтобы ты станцевала «Хозяйку Медной горы», ну вот попробуй. Я тебя очень хорошо помню, конечно, с Лешей. Да. Это был лучший его спектакль, вообще Да, хорошо да, это танцевал, потому что ему это Его подходило очень. да, И очень внешний вид, внешний, и да. вообще все, он был очень красивый. Гализовский ставил Лелию Мечну. Идут уже последние репетиции, Юрий Николаевич там сидит впереди с Костяном Славовичем, там помогает ему, а мы там сзади сидим. И он так повернулся и говорит: Светлана, иди сюда. Я подошла, и он мне говорит: я буду делать легенду о любви, ты будешь Махмене. Потом добавил: Плесецкая и ты. Легенда о любви — это необыкновенный балет, необыкновенной красоты. Пластика там необыкновенная, стиль. Поэтому это великое счастье, что вот наше поколение, мы работали с таким великим мастером и танцевали такие его прекрасные балеты. В «Спартаке» Юрий Николаевич давал нам какую-то такую возможность слегка как бы импровизировать, что ли, да, Боря? Говорит, ну вы предлагайте, если что-то вот интересное, и действительно вот что-то такое увидит, говорит, все, оставь, оставь. Допустим, там в первом акте вот вариации и много присутствует. Там есть руки, которые, в общем, как бы мне свойственные, они так и остались. Вторая половина твоей жизни, уже педагогическая половина. Вот, и хотелось бы об этом немножечко поговорить, да, потому что вот здесь присутствуют 3 ученицы замечательных совершенно наших балеринок, которые вот выросли благодаря вот таких мастеров больших, благодаря вот, так сказать, работе со Светланой. Здесь и Катенька Красанова. Вот 3 таких замечательных ученицы, а теперь я тебе передаю слово, несколько слов. Они появились очень интересно. Что-то такое появились, потом их нет, и довольно долго нет, потом через какое-то время они ко мне подходят и говорят, ну, что мне нравится, они очень честные. Мы походили по всем классам, это Катя и Настя, мы походили по всем классам, посмотрели, и мы решили, что мы должны у вас учиться. С самого начала, с самого
момента, когда входит Светлана Сантимировна в класс, и до конца вот всех репетиций мы все ее ученицы невероятно собранные. Не знаю, как это вам удается, но мы действительно все, сразу собрались, сразу всю волю в кулак, да, как вы говорите, и работаем. Мне очень важно мнение Светланы Тимировны не только по моим танцам. Я всегда спрашиваю, как я выглядела, как мой костюм, мой грим, потому что я считаю, что Светлана Тимировна — это человек безупречного вкуса. У нее такое тонкое чувство стиля, каждой хореографии. Она безумно музыкальна и требует от нас, от всех своих учениц, это вот в первую очередь музыкальное исполнение любой партии. Инна, та роль, которую Светлана Сантимировна сказала: я тебя умоляю, не смотри ничего, не смотри никакие пленки, и я покажу тебе все сама в зале. И действительно, вот эта женщина, вот этот педагог все мне показывал в полную ногу. Вы представляете, как это для меня дорого и что это вообще такое, да? Этот человек работал с легендой, с Григоровичем. И вдруг я все это вижу, и первые даже какие-то моменты я не могла... Говорю, Светлана Сантимировна показывает мне все, поняла вот пластику, а я рот открывала и говорю: можно еще раз? Я, в принципе, понимала, много уже как бы хватало, но мне хотелось еще раз посмотреть на это.